эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нюргуяна Иванова. До старта Восточного экономического форума остался всего один день. Во Владивосток уже прибывают участники и гости форума. В этом году масштабное мероприятие проводится в 4-й раз. Деловая программа этого года насчитывает около 70 мероприятий. Это панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки, международные бизнес-диалоги. Ежегодно на этой площадке обсуждают ключевые вопросы мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальные вызовы, стоящие перед Россией и другими странами. Президент Владимир Путин прибыл в Приморский край для участия в работе 4-го Восточного экономического форума, а также проведения ряда встреч с иностранными лидерами. Еще одна крайне важная и насущная для жителей Дальнего Востока задача – повышение транспортной доступности. Мы несколько лет выстраивали систему недорогих субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. Да, конечно, не все еще проблемы решены, но все-таки многие люди уже почувствовали определенные изменения. Нужно и дальше предметно заниматься системной организацией доступных авиаперевозок других пассажирских маршрутов на Дальнем Востоке. Такой же системный подход должен быть и в сфере регулирования важнейших тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду. Здесь нужен переход на модель долгосрочного регулирования, чтобы бизнес мог выстраивать свои инвестиционные планы. Это всем понятно. А регионы, муниципалитеты – свои бюджеты, расходы на содержание социальных и других объектов. Уважаемые коллеги, опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба. Об этом я неоднократно уже говорил. Всем нужно действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений. И прошу сегодня проинформировать, как исполняются эти поручения. Не только по итогам Президиума Госсовета, который состоялся год назад, но и в целом, касающиеся развития Дальнего Востока. Первым мероприятием в рамках участия Якутии в 4-м Восточном экономическом форуме стало подписание протокола совместных действий на 2018 по 2022 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве между правительством Республики Саха-Якутия и правительством Камчатского края. Протокол подписали руководитель региона Айсен Николаев и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Накануне в рамках 4-го Восточного экономического форума прошло торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» на Русском острове. Здесь представлены экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности Дальнего Востока. Свои экспозиции открыли все дальневосточные регионы. С 11 по 13 сентября выставка будет работать для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет социальным днем, в ходе которого будут организованы экскурсии для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и ряда других категорий граждан. 15 и 16 сентября улица Дальнего Востока будет открыта для всех желающих. Отметим, что в прошлом году выставку посетили более 50 тысяч гостей и жителей Владивостока. Дальний Восток – огромная территория. Когда человек приехал сюда на форум, пожалуй, нет другой возможности наглядно познакомить его со всеми дальневосточными регионами, показать их природу, культуру, экономику. Задача выставки – вызвать интерес к Дальнему Востоку, подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Якутский павильон «Сокровищница вечной мерзлоты» представлен на выставке алмазами, морозами, северным сиянием и ожившим благодаря цифровым технологиям мамонтенком. В павильоне Якутии можно увидеть крупную коллекцию драгоценных камней и попробовать себя в роли настоящего ювелира – огранить алмаз. А косторезы поделятся секретами мастерства резьбы по мамонтовой кости. Также любой желающий может поучаствовать в игре по следам мамонта и с помощью виртуальной реальности перенестись в Якутск XVIII века или оказаться на территории вечной мерзлоты. Под куполом павильона гости увидят северное сияние, кинетическая инсталляция с использованием технологии проекционного мэппинга. Центральной фигурой павильона будет голограмма мамонта в полный рост, которая расскажет об инвестиционном проекте создания Всемирного центра мамонта и Всемирном мамонтовом конгрессе, который пройдет в 2019 году в городе Якутске.
Якутия – одно из самых загадочных мест Дальнего Востока. Для многих иностранцев и россиян это почти сказочный край с алмазами и мамонтами. ВЭФ – это еще одна площадка для региона, чтобы рассказать о себе, пригласить туристов и предпринимателей, стать ближе ко всем тем людям, которые прилетели на форум, сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Также на полях ВЭФ планируется подписание соглашения о продолжении сотрудничества между угледобывающей компанией «Колмар» и китайской металлургической корпорацией «Bao Steel Resources». Меморандум предусматривает развитие долгосрочного стратегического сотрудничества и соглашение на экспорт коксующихся углей компании «Колмар» в Китайскую Народную Республику. Заказчик продукции крупнейшая в Китае и в мире металлургическая компания «Bao Steel». На ВЭФ 2018 также будет представлена разработка лаборатории механохимических биотехнологий Института естественных наук СВФУ. Проект называется «Восстановительный биокомплекс Ликин-Про». Биодобавка создана на основе биологически активной добавки из ягеля кладород, разработанной учеными СВФУ. Добавка предназначена для добавления в пищу людям, занимающимся спортом, для снятия мышечной боли. Продукт прошел доклинические и клинические исследования. Данный стартап уже попал в акселератор Crowd Incorporated Startup Network в Сан-Франциско, США, который вложил первые инвестиции, отметил руководитель стартапа Likin-Pro Recovery, заведующий учебной научно-технологической лабораторией механохимических биотехнологий Института естественных наук СФУ Дмитрий Уваров. Энергетический кластер предложили создать на северо-востоке России. По предложению гендиректора Дальневосточной энергетической управляющей компании Дмитрия Силютина, центр кластера должен находиться в Магаданской области с ее Колымским каскадом ГЭС. Но не исключил, что в него могли бы войти Якутия и Чукотка. Это позволило бы дать мощный импульс развитию горнодобывающим предприятиям Дальнего Востока. Создание подобного кластера требует строительства, в частности, энергомостов Магадан-Чукотка и Восточная Якутия-Магадан. Наличие такого крупного генератора может дать импульс для развития многих горнодобывающих предприятий на северо-востоке страны. Речь идет не только о золоте и меди, но и о железе и других полезных ископаемых востребованных рынков, сказал Дмитрий Силютин. Он также отметил, что стоимость энергии на Чукотке может снизить строительство пылеугольной станции в Верхнеколымском районе Якутии, где находится Надеждинское месторождение каменного угля. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.